Есть ли разрешительная документация, состоят ли на учете в налоговой или Ростехнадзоре, отвечают ли нормам безопасности заправочные станции и торговые точки? У ревизоров немало вопросов к владельцам АЗС и АГЗС. Заправка Астемирова. Окутмешки свидетельство о внесении изменений в Единый государственный реестр Йолжунгоос. Федеральная служба по экологии Йолжунгоос. Разрешение на ввод объекта Йолжунгоос. Дальше уже трудовой договор уже он цани богатырев уяха, у Астемирова царь трудовой договор уже шелдахай. Аренда пользования хаица, карточка регистрации, контроля кассовой техники Йолжи. Согласно данным Росстата, в Ингушетии около 400 АЗС и АГЗС. Недопустимо расположение заправочных станций на путепроводах или под ними. Расстояние между АЗС и жилыми зданиями должно быть не менее 50 метров, а между ними и водоемами не менее 100 метров. Это только малая часть правил. Под прицелом еще одна заправка. Здесь торгуют сжиженным газом. На объекте не все так гладко с документами, как на первом. В частности, отсутствуют документы на землю. Каждая граница определяется. Государственная регистрация, когда с номер когда с номер есть просто учета моей тогда получается. Даже учет заявление подали, свидетельство есть и все. А кому-то удобнее торговать топливом прямо с колес, без правил и налогов. К примеру, этот гражданин расположился прямо у въезда в сельское поселение. Здесь высокая проходимость, значит, и от клиентов отбоя не будет. Правда, насколько это безопасно, судить не приходится. Зашли проверяющие и в соседний строительный магазин. Межведомственная комиссия создана по распоряжению главы Республики Ингушетия в целях проверки автозаправочных станций и торговых точек на предмет правомерности их деятельности. Было издано распоряжение проверить все торговые точки, магазины, АЗС, АГС, мойки, все, что должны были в соответствии привести документации. Проверка заправочных станций и торговых точек проводится по всему Назрановскому району. Тамара Хшагульгова, Муслим Арчаков, Магаз 24.